«Убирайся!» Ее крик, острый, как осколок стекла, резанул по натянутым до предела нервам. «Убирайся! Оставь нас в покое!» Наташа стояла на коленях посреди дешевого гостиничного номера, прижимая к себе крошечный, надрывающийся от плача сверток. Я сделал шаг вперед, протягивая руки, но она отшатнулась, словно я был прокаженным. В этот момент, сквозь пелену собственного шока, я впервые по-настоящему увидел его лицо. Сморщенное, красное, залитое слезами лицо моего сына, о существовании которого я не знал еще час назад. Меня зовут Дмитрий Орлов. И это история о том, как я потерял все, чтобы обрести нечто несоизмеримо большее. Но тогда, в тот промозглый осенний день, стоя под ледяным взглядом женщины, которую я когда-то любил больше жизни, я чувствовал лишь одно: как мир, который я с таким трудом отстроил заново, рушится, погребая меня под своими обломками. А началось все за много лет до этого в совершенно другой жизни. В жизни, где мир казался простым и понятным, а будущее ясным и безоблачным, как летнее небо над Вологдой. Я родился и вырос не в самой Вологде, а в небольшом поселке под ней, в одном из тех мест, где время течет неспешно, а жизнь подчинена вековому укладу. Наша семья держала крепкое фермерское хозяйство, доставшееся отцу от деда. Мы не были богачами, но жили в достатке, свой дом, полный двор живности, бескрайние поля, уходящие к горизонту. С малых лет я знал цену труду. Помогал отцу по хозяйству. То с техникой возился, то на сенокосе до седьмого пота, то за скотиной ходил. Отец, человек немногословный и суровый, учил меня не словами, а делом. И я был ему за это благодарен. Я отслужил в армии, вернулся возмужавшим, и отец стал доверять мне все более серьезные дела. Я чувствовал себя настоящим мужчиной, хозяином своей судьбы. И именно тогда, в пик моей уверенности, я впервые увидел ее. Наташу. Это было воскресенье после службы в Софийском соборе. Древние белые стены собора, видевшие еще Ивана Грозного, сияли под ярким солнцем, а на площади, перед ним, как всегда, после службы кипела жизнь. Люди собирались группками, обсуждали последние новости, старушки делились рецептами, а молодежь украдкой стреляла глазами. Я стоял с друзьями, когда она появилась. Наташа приехала в Вологду с семьей совсем недавно, и ее появление было подобно вспышке молнии в ясном небе. Она была не просто красива, в ней была какая-то особая, звенящая чистота, хрупкость, которую хотелось оберегать. Светло-русые волосы, выбившиеся из-под платка, золотились на солнце, а огромные серые глаза смотрели на мир с таким удивлением и восторгом, словно она видела его впервые. В тот миг, когда наши взгляды встретились, я почувствовал, как сердце пропустило удар, а потом забилось с удвоенной силой. Я, обычно уверенный в себе парень, вдруг оробел, как мальчишка. «Добрый день». Ее голос прозвучал, как тихий звон колокольчика. «Меня Наташа зовут. Мы недавно сюда переехали. Дмитрий».
прохрипел я в ответ, чувствуя, как неловко краснею. «Добро пожаловать в Вологду». С того дня моя жизнь обрела новый центр. Я искал любой предлог, чтобы увидеть ее. Предлагал показать город, его древние церкви и знаменитые резные палисады. Помню один вечер, когда мы гуляли по берегу реки Вологды. Закат окрасил небо в невероятные розовые и оранжевые тона, вода казалась расплавленным золотом, а в воздухе пахло речной свежестью и цветущими лугами. Наташа взяла меня за руку, и по всему телу от кончиков пальцев до макушки пробежала электрическая дрожь. «Дима», — тихо сказала она, заглядывая мне в глаза, — «ты когда-нибудь думал, каким будет наше будущее?» Сердце заколотилось, как бешеное. Я думал об этом каждую минуту, каждую секунду с тех пор, как увидел ее. «Каждый день», — ответил я, собрав всю свою смелость. «Наташа, будь моей девушкой». Та улыбка, которая расцвела на ее лице в тот момент, могла бы осветить самую темную ночь. «Да, Дима, я очень этого хотела». Наш поцелуй на фоне догорающего заката был клятвой, печатью, скрепившей наши судьбы. Я верил, что нашел свое счастье, свой тихий причал. Я и представить не мог, что это было лишь начало пути, который проведет меня через самые темные глубины отчаяния, прежде чем я узнаю истинную цену любви и прощения. Следующие месяцы были похожи на сказку. Я с головой ушел в наши отношения, писал ей неуклюжие, но искренние стихи, дарил полевые цветы, которые она любила больше пышных букетов, и строил планы на будущее. Наташа стала центром моей вселенной, и я готов был на все, лишь бы видеть ее счастливой. Вся Вологда, казалось, следила за нашим романом. Мы были идеальной парой в глазах окружающих. Пожилые люди одобрительно кивали нам вслед, девчонки вздыхали, мечтая о такой же любви, а парни завидовали мне, ведь я завоевал сердце самой красивой девушки в округе. Когда исполнился год наших отношений, я решил, что пора делать следующий шаг. Я спланировал все до мелочей. Ужин при свече. «Ты выйдешь за меня?» Слезы радости заблестели в ее глазах, когда она прошептала «Да, 1000 раз да». На следующее утро колокольный звон разнес по всей округе весть о нашей помолвке. Весь город праздновал вместе с нами. Я чувствовал себя самым счастливым человеком на земле. Мы немедленно начали готовиться к свадьбе, которая должна была стать главным событием года. Я разрывался между работой в хозяйстве и подготовкой к нашей новой жизни. Своими руками я строил для нас дом, небольшой, но уютный, вкладывая в каждое бревно, в каждый гвоздь всю свою любовь и все свои надежды. Именно в это время, в разгар безмятежного счастья, я впервые услышал слова, посеявшие в моей душе семя сомнения. Моя старшая сестра Света всегда была моим самым близким другом. Однажды, помогая мне с чем-то по дому, она сказала как бы невзначай: «Дим, а ты не замечал, как Наташа на Сергея смотрит?» Сергей был одним из наших сезонных работников, парень из соседней деревни. Тихий, нелюдимый, всегда исполнительный. Я никогда не обращал на него особого внимания. «Ты о чем, Света?» «Что значит, как смотрит?» Она помедлила с ответом, подбирая слова. «Да не знаю, брат. Может, мне кажется. Но иногда, когда она к нам приезжает, мне кажется, ее глаза ищут именно его». Я рассмеялся, отмахнувшись от ее слов, как от назойливой мухи. Списал все на чрезмерную заботу старшей сестры. «Наташа любит меня, мы скоро поженимся. С какой стати ей смотреть на другого?» Но слова Светы, как заноза, застряли в памяти, тихим шепотом напоминая о себе в самые неподходящие моменты.
Словно на безоблачном небе моего счастья появилось крошечное, едва заметное облачко. Шли дни, дата свадьбы Дни, что последовали за неосторожным замечанием Светы, были наполнены подспудной, липкой тревогой. С одной стороны, я с головой ушел в предсвадебные хлопоты. Мы выбирали кольца, рассылали приглашения. Наташа с восторгом обсуждала свое подвенечное платье. Я пытался убедить себя, что все это глупости, плод воображения моей слишком заботливой сестры. Но, с другой стороны, я невольно начал присматриваться, искать то, чего, возможно, и не было. Поначалу я не замечал ничего необычного. Наташа оставалась все такой же нежной и любящей. Но потом, в один из дней, когда она приехала на ферму, я увидел то, что заставило сердце болезненно сжаться. Я был занят бумагами в конторе, а она пошла прогуляться по территории. Закончив с делами, я вышел ее искать и увидел их у дальнего амбара. Наташа и Сергей. Они стояли и о чем-то оживленно болтали. В самой сцене не было ничего предосудительного, но то, как она смеялась, как откидывала волосы назад знакомым мне жестом, этот смех, эта поза, так она вела себя со мной в самом начале нашего знакомства. Я замер, глядя на них издалека, и почувствовал, как внутри поднимается мутная волна ревности и недоверия. Когда они распрощались, и Наташа пошла обратно к дому, я встретил ее с натянутой улыбкой, изо всех сил стараясь скрыть бурю, бушевавшую в груди. «Где ты была, любимая?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал как можно беззаботнее. «А, просто гуляла по полям. Как же у вас здесь красиво весной», — ответила она с обезоруживающей естественностью. В ту ночь я не мог уснуть. Сцена у амбара снова и снова прокручивалась в голове. Я пытался найти ей невинное объяснение, убеждал себя, что просто накручиваю, вижу то, чего не... За неделю до свадьбы я не выдержал. Эта неопределенность съедала меня изнутри. «Наташа», — начал я, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Есть что-то, что ты хочешь мне сказать. Что-то о тебе и Сергее». Ее глаза на мгновение расширились от удивления, но она тут же заставила себя улыбнуться. «О Сергее? Дима, что ты такое говоришь? Он же просто работник». «Я видел, как вы разговаривали на днях. Выглядело довольно близко». Наташа рассмеялась, но в ее смехе не было прежней легкости. «Милый, ты придумываешь. Я просто была вежлива. Ты же знаешь, у меня глаза только для тебя». Ее слова должны были меня успокоить, но какая-то едва уловимая дрожь в голосе, почти незаметная, заставила семя сомнения в моем сердце прорасти еще сильнее. Я отчаянно пытался убедить себя, что это паранойя, что я схожу с ума от ревности. Мы ведь почти женаты. Неужели она рискнет всем этим ради простого батрака? Но у судьбы были на меня другие планы. За 2 дня до свадьбы я решил сделать Наташе сюрприз. Отпросился с работы пораньше и поехал к ее дому с букетом ее любимых полевых ромашек. Подъезжая, я услышал голоса, доносившиеся с заднего двора. Я тут же узнал ее смех. Тихо обойдя дом, я заглянул за угол, и мир рухнул. То, что я увидел, навсегда отпечаталось в моей памяти огненным клеймом. Наташа стояла в объятиях Сергея. Их губы были слиты в долгом, страстном поцелуе. Время остановилось. Воздух стал плотным и вязким, я не мог дышать.
Ромашки выпали из моих ослабевших рук. Глухой стук букета о землю заставил их резко отпрянуть друг от друга. «Дима!» — выдохнул там, наедине со своим горем. Я дал волю слезам. Весь мой мир, все мои мечты и планы на будущее были разрушены в одно мгновение. Женщина, которую я боготворил, которой посвятил всего себя, предала меня самым жестоким образом. Пока солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая небо в кроваво-красные тона, под стать моему кровоточащему сердцу во мне что-то умерло, и что-то родилось. Я не буду пассивной жертвой этого предательства. Они заплатят за то, что сделали. И я точно знал, как. С холодным спокойствием, которого я в себе не подозревал, я начал планировать свою месть. Свадьба состоится, но финал у нее будет совсем другой. Я заставлю Наташу почувствовать то же унижение, ту же боль, что чувствовал сейчас я. Возвращаясь домой под покровом сгущающихся сумерек, я чувствовал, как внутри меня умирает прежний Дима. Наивный, восторженный, влюбленный юноша. На его месте рождался другой человек. Человек, которого больше не обмануть. Человек, который сам вершит свой суд. 2 дня, оставшиеся до свадьбы, превратились в сюрреалистический спектакль. Внешне я сохранял маску счастливого жениха, улыбался гостям, которые съезжались в город, вносил последние штрихи в подготовку к торжеству, даже репетировал свадебную клятву с такой убежденностью, что сам себе удивлялся. Наташа несколько раз пыталась поговорить со мной. Приезжала на ферму, оставляла записки, умоляла о встрече. Я ловко избегал ее, каждый раз находя благовидный предлог. «Прости, любимая, дел по горло. Поговорим после свадьбы», — говорил я с улыбкой, которая не достигала глаз. Внутри меня бушевал вулкан. Просто нервничаю перед большим днем. Она не поверила. «Ты уверен? Ты же знаешь, можешь мне все рассказать». На мгновение я заколебался. Рассказать ей все. Вывалить эту грязь. Света всегда была моей опорой. Но что-то меня остановило. Чем меньше людей знает, тем лучше. Знаю, сестренка. Спасибо. Но правда, все хорошо. В ту ночь я не сомкнул глаз, лежал, глядя в потолок, и мысленно прокручивал каждую деталь своего плана. Гнев и тревога смешались в груди в ядовитый коктейль, грозя поглотить меня без остатка. Когда первые лучи солнца возвестили о наступлении свадебного дня, я встал с железной решимостью. Тщательно оделся, поправил галстук на белоснежной рубашке, посмотрел в зеркало. Из зеркала на меня смотрел чужой человек с холодными мертвыми глазами. От прежнего восторженного юноши не осталось и следа. ЗАГС был набит до отказа. Казалось, вся Вологда пришла посмотреть на нашу свадьбу. Я стоял у стола регистратора, изображая предпраздничное волнение, а сам выискивал в толпе знакомые лица. Улыбающиеся, предвкушающие. Никто из них не догадывался, какой спектакль их ждет. И вот зазвучал марш Мендельсона, двери распахнулись, и вошла она, Наташа, сияющая, с белоснежным платьем, похожая на ангела. Она медленно шла по проходу.
Ее лицо было скрыто легкой вуалью, но я видел ее счастливую улыбку. На одно короткое мгновение моя решимость дрогнула. Она была так прекрасна. Но тут же в памяти всплыла сцена в саду. Поцелуй. И моя воля снова стала твердой, как сталь. Когда Наташа подошла, я... «Согласны ли вы взять в законные жены Наталью Игоревну Воронцову?» В зале повисла напряженная тишина. Все взгляды были прикованы ко мне. Я выдержал паузу, наслаждаясь этим напряжением, этой последней минутой перед взрывом. А потом, громко и отчетливо на весь зал я произнес «Нет!». По залу пронесся гул, как по улью, который пнули сапогом. Я видел, как расширились глаза Наташи, как в них плеснулся страх и недоумение. «Что?» — прошептала она дрожащими губами. Я повернулся к ней и повторил, уже во весь голос, чтобы слышал каждый. «Я сказал нет, Наташа. Я не согласен жениться на женщине, которая мне изменяет». Начался хаос. Люди повскакивали со своих мест, загудели, зашептались. Лицо Наташи стало белым, как полотно, в глазах заблестели слезы. «Дима, прошу, не надо!» — взмолилась она, вцепившись в мой рукав. Но меня уже было не остановить. Резким движением я высвободил руку и повернулся к гостям. «Эта женщина», — объявил я, указывая на Наташу, «которую я любил и которой верил, обманывала меня с Сергеем, работником с нашей фермы». Воцарилась оглушительная тишина. Все взгляды метнулись в задние ряды, где стоял Сергей. На его лице застыла маска ужаса. «Дима, я все объясню», — рыдала Наташа. «Нечего объяснять», — перебил я ее. «Я видел вас 2 дня назад в саду твоего дома». Слезы ручьями текли по ее лицу, размазывая безупречный макияж. Сергей сделал шаг вперед, будто хотел что-то сказать, но мой взгляд заставил его попятиться. «Свадьба отменяется», — провозгласил я, и мой голос эхом разнесся по притихшему залу. «Пусть все знают правду», — и шагнул из душного зала на свет, оставляя за спиной руины своей любви. Я шел по улицам Вологды, не разбирая дороги. В ушах все еще стоял крик Наташи, а перед глазами ее лицо, искаженное болью и ужасом. Странная, пустая легкость овладела мной. Я сделал это. Я отомстил. Удовлетворение от мщения было острым, пьянящим, как первый глоток ледяной водки. Я представлял себе, как они, униженные и опозоренные, бегут из ЗАГСа под перешептывания и осуждающие взгляды. Я упивался этой картиной. Но под этим слоем злорадства уже начинало прорастать что-то другое, холодное и тяжелое. Первые дни после несостоявшейся свадьбы прошли как в тумане. Я заперся в своей комнате, никого не хотел видеть. Телефон разрывался от звонков, но я не брал трубку. Слухи по поселку и Вологде разнеслись со скоростью степного пожара. Я стал героем главной сплетни года. Сначала люди были на моей стороне. Мне сочувствовали. Бедный Димка, так его обмануть. А девка-то, погляди, тихоня-тихоней, а в тихом омуте. Но это сочувствие быстро сменилось чем-то другим. Уже через неделю я начал замечать перемены. Когда я выходил из дома, соседи, раньше приветливо здоровавшиеся, теперь отводили глаза или спешно ретировались. В магазине я слышал за спиной обрывки фраз «слишком жестоко все-таки».
Не по-мужски это, на всю площадь девку ославить. Можно было и по-тихому разойтись. Я, обманутый жених, на глазах у всего города превращался в безжалостного палача. Катализатором стала встреча с отцом Наташи, Игорем Петровичем. Я всегда уважал этого человека, тихого интеллигента, работавшего учителем в местной школе. Однажды вечером... «Вы тут ни при чем, Игорь Петрович», — буркнул я, не глядя на него. «Может, и ни при чем», — он тяжело вздохнул. «Да только не смог, видно, воспитать ее правильно. Стыд-то какой. И перед тобой, и перед людьми. Видеть этого уважаемого человека таким сломленным было невыносимо. Мой праведный гнев начал давать трещину. «Что с ней?» — спросил я почти против воли. Уехали они в тот же вечер. Ни слова не сказала, куда. И этот Сергей тоже пропал. Эта новость ударила под дых. Несмотря на все, мысль о том, что Наташа теперь где-то одна, в бегах, без дома и поддержки, отозвалась во мне неожиданной болью. «Дмитрий», — он поднял на меня свои выцветшие глаза, — «я знаю, я не имею права просить. Но если вдруг, если она даст о себе знать, сообщи, пожалуйста. Она все-таки дочь моя, одна». Я смотрел на этого убитого горем отца и впервые почувствовал не удовлетворение, а укол совести. «Хорошо, Игорь Петрович. Если что-то узнаю, вы будете первым». После его ухода я долго сидел в тишине. Визит Игоря Петровича всколыхнул что-то во мне. Пьянящая сладость мести начала сменяться горьким похмельем. Я пытался вернуться к прежней жизни, с головой ушел в работу на ферме, до изнеможения таскал мешки, чинил технику, лишь бы не оставаться наедине со своими мыслями. Но ночи были невыносимы. Во сне я снова и снова видел заплаканное лицо Наташи в ЗАГСе, ее умоляющие глаза, и каждый раз просыпался в холодном поту. Действительно ли я поступил правильно? Принесло ли мне это публичное унижение облегчение? Окончательно сбросила меня с небес на землю моя сестра, Света, которая все это время молча наблюдала за мной, однажды вечером вошла ко мне в комнату. Она села на край кровати, ее лицо было серьезно. «То, что сделала Наташа, это подло, никто не спорит. Но то, что сделал ты, зачем было выставлять ее на позор перед всем городом? Это не ты, Дима. Тот брат, которого я знаю, так бы не поступил». Ее слова были как пощечина. «Тот брат, которого ты знала, умер в тот момент, когда увидел свою невесту в объятиях другого», — с горечью ответил я. Света взяла меня за руку. Ее глаза были полны сострадания. «Нет, не умер. Он ранен, он зол, но он все еще здесь. И тебе нужно найти способ залечить эту рану, а не дать ей сожрать тебя изнутри». Я молчал, чувствуя, как к горлу подступает ком, как слезы, которые я так долго сдерживал, начинают сжечь глаза. «Месть, может, и показалась тебе сладкой в тот момент», — продолжала Света тихо. «Но посмотри на себя сейчас. Ты отгородился от всех. Ты отталкиваешь тех, кто тебя любит. Это не жизнь, брат». Слова Светы пробили броню, которую я выстроил вокруг своего сердца. Впервые с того проклятого дня я позволил себе почувствовать не гнев, а настоящую боль. Боль от потери, от разочарования, от собственного поступка. И я заплакал. Заплакал, как ребенок, в объятиях старшей сестры, выпуская наружу всю ту горечь, что скопилась внутри. Когда слезы высохли, я почувствовал себя опустошенным, но странно легким. Будто с плеч свалился неподъемный груз. «Что мне теперь делать, Света?» — спросил я хрипшим голосом. Она мягко улыбнулась. «Начать сначала, Дим. День за днем. И помни, что ты не один.
В ту ночь, лежа в кровати, я думал обо всем, что произошло. О предательстве Наташи, о своей мести, о последствиях. Я понял, что стою на распутье. Я мог продолжать упиваться своей обидой, позволить ей определить всю мою дальнейшую. Каждый уголок, каждый знакомый пейзаж напоминал о прошлом. Однажды ранним утром, бродя по полям, я понял, мне нужен не просто новый взгляд на вещи. Мне нужна новая жизнь, новое место. Я вернулся домой с новой решимостью. Сел за стол с родителями и Светой. «Я уезжаю», — объявил я, видя их удивленные и встревоженные лица. «На время. Мне нужно начать все с чистого листа, подальше отсюда». Отец, как всегда скупой на слова, посмотрел на меня с пониманием и грустью. «Куда ты, сынок?» «В Москву», — ответил я, сам удивляясь своей уверенности. «У меня там двоюродный брат Костя на стройке работает. Говорил, работа всегда есть для тех, кто не боится». Мама со слезами на глазах взяла меня за руку. «Ты уверен, Димочка? Здесь же твой дом, твоя земля». «Знаю, мам, но сейчас эта земля меня душит. Мне нужно вдохнуть другой воздух». Света, молчавшая до этого, наконец заговорила. «Я думаю, ты прав, брат. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы найти дорогу к себе». Следующие несколько недель прошли в сборах. Я продал кое-что из своих вещей, прощался с друзьями. Многие не понимали моего решения, думали, что я бегу. Может, в каком-то смысле так и было, но это был необходимый побег. Накануне отъезда я пошел на тот самый холм, откуда когда-то смотрел на город со своим разбитым сердцем. Закат снова раскрасил небо в те же пронзительные тона. Я смотрел на Вологду, на свой мир, и чувствовал странную смесь тоски и облегчения. «Прощай», — прошептал я ветру, — «прощай не только город. Прощай, прежний Дима, влюбленный, преданный и мстительный». Пора было узнать, кем я могу стать. На следующее утро с одним рюкзаком за плечами и сердцем полным надежды и после простора и тишины вологодских полей, после размеренного уклада жизни, где каждый шаг был предсказуем, Москва показалась мне гигантским, ревущим, бездушным чудовищем. Бесконечный поток машин, река людей, вытекающая из метро, свет реклам, бьющий в глаза — все это было чужим, враждебным. Меня встретил Костя, мой двоюродный брат. Мы не виделись несколько лет, и он из тощего паренька превратился в широкоплечего, уверенного в себе мужика. «Здоров, Димка! Добро пожаловать в бетонные джунгли!» Он хлопнул меня по плечу так, что я чуть не упал. «Готов вкалывать?» И я был готов. Работа стала моим спасением. Костя устроил меня на стройку, где сам был прорабом. Я начал с самого низа, таскал мешки с цементом, убирал строительный мусор, месил раствор. Работа была адской, изматывающей. Каждый вечер я возвращался в крошечную комнату, которую снимал на окраине, и падал на кровать без сил. Мышцы гудели, спина ломилась. Но эта физическая боль была благом. Она вытесняла боль душевную, не давала мыслям возвращаться в проклятый день моей несостоявшейся свадьбы. Каждая капля пота, каждая мозоль на руках были напоминанием, что я строю что-то новое. Не дом из бруса, а новую версию самого себя. Первые месяцы были самыми тяжелыми. Я чувствовал себя абсолютно потерянным. Ритм города сводил с ума, анонимность толпы, которая поначалу казалась спасением,
давило одиночеством. В Вологде я знал каждого, здесь я был никем, песчинкой в огромном муравейнике. Но постепенно, шаг за шагом, я начал привыкать. На стройке меня уважали за... Это не были связные тексты, скорее обрывки мыслей, гневные тирады, полные боли вопросы без ответов. Почему? За что? Как она могла? Я писал до тех пор, пока рука не начинала болеть, а в голове не наступала звенящая пустота. Этот дневник стал моим безмолвным психотерапевтом, единственным, кому я мог доверить свою боль. Однажды, перечитывая свои записи, я поймал себя на мысли, что тон их изменился. Гнев и жажда мести, которые сквозили в первых записях, постепенно сменились усталостью и какой-то отстраненной грустью. Я все еще чувствовал боль, но она перестала быть обжигающей. Это был уже не открытый перелом, а ноющая рана, которая все еще давала о себе знать, но уже не мешала жить. В одной из записей я с удивлением для себя написал: «Я больше ее не ненавижу». Это было правдой. Ненависть ушла, выгорела, оставив после себя лишь пепел и пустоту. И еще смутное, едва оформившееся чувство благодарности. Если бы не это предательство, я бы так и остался в своем уютном, предсказуемом мире. Никогда бы не узнал, на что я способен. Никогда бы не открыл в себе той силы, о которой даже не подозревал. Шли месяцы, потом годы. Я рос на работе. Мое усердие и желание учиться не остались незамеченными. Из разнорабочего я стал помощником каменщика. Потом получил разряд, а через пару лет мне доверили небольшую бригаду. Я научился читать чертежи, разбираться в технологиях строительства. И эта работа, требующая точности и сосредоточенности, окончательно вытеснила из головы рефлексию о прошлом. В один из знойных летних дней, когда я контролировал заливку фундамента на новом объекте, я заметил на другой стороне улицы женщину. Она стояла у мольберта и что-то быстро зарисовывала в альбом. У нее были темно-карие, почти черные глаза, полные ума и какой-то внутренней силы, и темные волосы, небрежно собранные в пучок на затылке. На ее руках и джинсах были пятна краски. «Ой, здравствуйте!» — улыбнулась она, и ее строгое лицо мгновенно преобразилось. «Да, может быть, и можете. Я Ольга. Я художница, делаю серию набросков о строительстве Москвы». В ней было что-то, что сразу меня зацепило. Это не было похоже на то ослепляющее чувство, которое я испытал при виде Наташи. Это было другое. Спокойное, глубокое любопытство. Желание узнать, что скрывается за этими серьезными глазами. «Интересно», — ответил я. «А что за проект?» «Я хочу запечатлеть, как меняется город». Ее голос был полон страсти. Как старое уступает место новому, как город растет, поглощая пустыри и промзоны. Ее увлеченность передалась и мне. Звучит здорово. А я Дмитрий, один из тех, кто этим и занимается. Я кивнул в сторону стройки. Очень приятно, Дмитрий. Она протянула мне руку. Ее ладонь была прохладной и сильной. В тот момент я и подумать не мог, что это случайное знакомство посреди грохота и пыли стройплощадки станет поворотным в моей жизни. Что именно Ольга станет тем ключом, который откроет во мне те уголки души, о существовании которых я и не подозревал. Что она поможет мне заново научиться любить не только другого человека, но и самого себя и саму жизнь. Там, под палящим московским солнцем, начиналась новая глава моей истории.
Глава об исцелении, о росте и о любви, более глубокой и настоящей, чем все, что я знал до этого. В последующие дни я часто думал об Ольге. Что-то в ней, в ее спокойной силе, в ее увлеченности своим делом не выходило у меня из головы. Я заглянул на холст и был поражен. Это была не просто зарисовка стройки. Это была мощная, экспрессивная картина, полная ярких красок и смелых мазков. Она уловила не просто облик здания, а саму энергию, движение, скрытую поэзию созидания. «Это невероятно», — искренне сказал я. «Вы видите красоту там, где большинство видит только грязь и хаос». Ольга рассмеялась. Этот смех заставил мое сердце подпрыгнуть так, как оно не подпрыгивало уже очень давно. «Иногда нужно просто смотреть глубже», — сказала она. И ее глаза на мгновение встретились с моими. «Это касается и вещей, и людей». Я почувствовал, как к щекам приливает кровь. «Вы тоже не из Москвы?» — спросил я, чтобы сменить тему. «Нет», — ответила она, возвращаясь к своему холсту. «Я приехала несколько лет назад, после того, как умер муж. Нужно было начать все сначала». Ее слова ударили меня, как молния. Она тоже. Она тоже пережила потерю и искала новый старт. Я почувствовал мгновенную, необъяснимую связь, понимание, которое не нуждалось в словах. «Мне очень жаль», — тихо сказал я. Я тоже приехал в Москву, чтобы начать сначала». Ольга с интересом посмотрела на меня. «Правда? А что вас привело сюда?» Я замялся. Рассказывать о Наташе, о несостоявшейся свадьбе, было все еще больно. Но что-то в Ольге, в ее спокойном, неосуждающем взгляде вызывало доверие. «Это долгая история», — ответил я, с разбитым сердцем и несколькими поступками, которыми я не очень горжусь. Она понимающе кивнула. «Самые лучшие истории обычно долгие и сложные. Может, как-нибудь расскажете? За чашкой кофе, например?» Мое сердце забилось чаще. Это было словно луч солнца наконец пробился сквозь свинцовые тучи, так долго висевшие надо мной. В субботу я волновался, как мальчишка. Тщательно выбирал рубашку, несколько раз смотрелся в зеркало. Когда я пришел в маленькую уютную кофейню, Ольга уже была там. Наша чашка кофе переросла в долгий обед, а потом в прогулку по вечернему городу. Я впервые за много лет говорил так много и так откровенно. Я рассказал ей все. О Вологде, о Наташе, о своей глупой жестокой мести и о том, как я бежал в Москву, чтобы спастись от самого себя. Она слушала молча, не перебивая. И в ее глазах я не видел ни осуждения, ни жалости. Только глубокое, спокойное понимание. Когда я закончил, она просто взяла мою руку. «Спасибо, что рассказал», — тихо сказала она. «Ты прошел через многое». В тот вечер я впервые почувствовал, что рана на моей душе начала по-настоящему затягиваться. Наши встречи стали регулярными. С Ольгой было легко и спокойно. Она открыла для меня другой мир. Мир искусства, выставок, тихих московских двориков, о существовании которых я и не подозревал. А я рассказывал ей о своей работе, о том, как из хаоса котлована рождается стройное, устремленное в небо здание. Мы были из разных миров.
но нам было бесконечно интересно друг с другом. Однажды она пригласила меня к себе домой. Она жила в старой квартире с высокими потолками, заставленной холстами, книгами и какими-то удивительными вещами. И там я познакомился с ее детьми. 8-летний Миша, серьезный и недоверчивый, и 6-летняя Соня, любопытная и смешливая. В этот момент я понял, что нашел то, что так долго искал. Не просто любовь женщины, а нечто большее — семью, тихую гавань. Прошло несколько лет. Я переехал к Ольге. Мы не стали официально регистрировать наши отношения. Нам это было не нужно. Мы просто жили вместе, и это была настоящая полноценная семья. Я полюбил Мишу и Соню как родных детей, и они отвечали мне тем же. Я больше не вспоминал о прошлом. Вологда, Наташа, моя месть — все это казалось сном, который приснился кому-то другому. Я был счастлив, спокойным, тихим, настоящим счастьем. И вот однажды, когда я вернулся с работы, Ольга встретила меня в коридоре с необычным выражением лица. «Дима, к тебе пришли». В гостиной на диване сидела женщина. Я не сразу ее узнал. Худая, с усталым, измученным лицом и потухшими глазами. Но когда она подняла голову, мое сердце остановилось. Это была Наташа. Воздух в комнате стал плотным, тяжелым, как будто из него разом откачали весь кислород. Мир, который я с таким трудом выстроил, мой тихий, уютный мир с Ольбей, с детьми, с запахом красок и свежесваренного кофе по утрам, затрещал по швам. Призрак прошлого, который, как мне казалось, я давно похоронил, материализовался в моей гостиной. Я смотрел на Наташу и не узнавал ее. Куда делась та сияющая, полная жизни девушка, чей смех когда-то казался мне музыкой? Передо мной сидела измученная, сломленная женщина. Ее волосы были тускло стянуты в хвост, под глазами залегли темные круги, а в углах губ застыла горькая складка. Только глаза остались прежними, огромные, серые, но теперь в них не было ни капли прежнего света, только бездонная усталость и страх. «Здравствуй, Дима». Я мысленно выругался. Мама. Она так и не смогла до конца принять мой разрыв с Наташей, мой отъезд. В глубине души она, видимо, все еще надеялась, что все наладится. «Зачем ты пришла?» — спросил я, наконец, заставив себя войти в комнату и сесть в кресло напротив нее. Я держал дистанцию, инстинктивно защищая свое новое хрупкое счастье. Наташа нервно сцепила пальцы. «Дима, мне нужна помощь». Я не знала, кому еще обратиться. Она начала рассказывать, и ее сбивчивый, прерывающийся шепот рисовал передо мной картину убогой, беспросветной жизни. После того, как они сбежали, они с Сергеем мотались по разным городам, перебиваясь случайными заработками. Сергей начал пить. Сначала понемногу, потом все сильнее. Когда он был пьян, становился злым и агрессивным. Он ревновал ее ко всем, часто поднимал на нее руку. Она несколько раз пыталась уйти, но он находил ее и силой возвращал обратно. А потом я забеременела. На этом месте ее голос сорвался. Я думала, может, ребенок его изменит, но стало только хуже. Она замолчала, собираясь с силами. «У меня есть сын, Дима. Его зовут Глеб. Ему 5 лет». Она подняла на меня глаза, и в их глубине я увидел то, что заставило меня похолодеть.
Он твой сын, Дима». Я вскочил с кресла. «Что? Что за бред ты несешь? Этого не может быть!» «Может», — тихо, но твердо сказала она. «Я была беременна, когда все это случилось. Я сама не знала. Поняла только потом, когда уже было поздно. Я ходил по комнате, как зверь в клетке. Сын. У меня есть сын. 5-летний мальчик». Эта мысль не укладывалась в голову. «Дима, я тебя умоляю, помоги. Не ради меня, а ради него. Ради нашего сына. Сын. Наш сын». Каждое это слово было как удар молота по голове. Я не знал, что делать. Часть меня хотела вышвырнуть ее за дверь и захлопнуть ее перед прошлым раз и навсегда, но другая часть видела перед собой не коварную предательницу, а загнанную в угол несчастную женщину с ребенком на руках, с моим ребенком. Когда Наташа ушла, оставив мне адрес гостиницы, я еще долго сидел в тишине, пытаясь переварить услышанное. В комнату вошла Ольга. Она села рядом и молча взяла меня за руку. Что случилось? Я рассказал ей все. О сыне, о Сергее, о просьбе Наташи. Я говорил, а сам с ужасом ждал ее реакции. Я боялся увидеть в ее глазах осуждение, ревность, страх. Но Ольга была не такой. Она слушала внимательно, и в ее взгляде была только тревога за меня. «Что ты собираешься делать?» — спросила она, когда я закончил. «Я не знаю», — честно ответил я. Я должен увидеть его. Я должен убедиться, что с ним все в порядке». Она кивнула. «Конечно, ты должен. Я с тобой, что бы ты ни решил». Ее поддержка в тот момент была для меня как глоток воздуха. На следующий день я поехал по адресу, который дала мне Наташа. Это была убогая гостиница на окраине Москвы с обшарпанными стенами и запахом сырости. Я поднялся на 2-й этаж и постучал в нужную дверь. Дверь открыла Наташа. Она выглядела еще хуже, чем вчера. Я вошел в крошечную, неуютную комнату. В углу на кровати сидел мальчик. Маленький, худенький, с огромными серыми глазами Наташи. Он испуганно смотрел на меня. «Глеб», — прошептал я, — «мой сын». Я медленно подошел и присел перед ним на корточки. Я вскочил и перехватил его руку, не смея ее трогать. Он обернулся ко мне. Пьяная ухмылка исказила его лицо. «О, а вот и папаша объявился. Пришел своего выродка забирать». Во мне вскипела ярость. Та самая, темная, которую я так долго держал под замком. Я ударил его. Он отлетел к стене. Завязалась драка. Мы катались по полу, обмениваясь глухими ударами. Я не слышал криков Наташи, не слышал плача ребенка. Я видел только ненавистное лицо человека, который искалечил жизнь женщине, которую я когда-то любил, и моему сыну. И тут я услышал крик Наташи. «Убирайся!» Тот самый крик, который эхом отдавался в моей памяти. Я оглянулся. Она стояла на коленях, прижимая к себе Глеба, который рыдал от ужаса. «Оставь нас в покое». Я поднялся на ноги, чувствуя тошноту. Что я наделал? В свой первый день знакомства с сыном я устроил у него на глазах кровавую драку. Прежде чем я успел что-то сказать, я услышал вой сирен. Кто-то из соседей вызвал полицию. «Уходи, Дима», — сказала Наташа ледяным голосом. «Это была ошибка. Я никогда не должна была тебя искать». Я вышел из комнаты, как оглушенный, мимо поднимавшихся по лестнице полицейских. Голова шла кругом. За несколько минут я обрел сына и, возможно, навсегда его потерял. Выйдя на улицу, я увидел Ольгу.
Она стояла на тротуаре, и ее лицо было полно тревоги. «Дима, что случилось? Я приехала тебя поддержать. Услышала крики». Я смотрел на нее, чувствуя, как на плечи наваливается вся тяжесть мира. Как я мог объяснить ей этот хаос? Как сказать, что при первой же встрече с сыном я подверг его опасности? Мигали проблесковые маячки. Я видел, как Сергея в наручниках. Как я мог все это исправить? И главный вопрос, который бился в моей голове, заслуживал ли я вообще второго шанса? Дни после той катастрофической встречи в гостинице превратились в вязкий мучительный кошмар. Я почти не спал, терзаемый чувством вины и бессилия. Образ испуганного Глеба, его слезы, крик Наташи — все это стояло перед глазами. Ольга была моим единственным спасением. Она не задавала лишних вопросов, не упрекала, а просто была рядом. Обнимала, когда видела, что я снова проваливаюсь в пучину самобичевания. Но я видел тревогу в ее глазах. Она боялась, что этот внезапно воскресший призрак прошлого разрушит наш хрупкий мир. Примерно через неделю раздался звонок. Холодный официальный голос на другом конце провода представился адвокатом Натальей Воронцовой. «Дмитрий Юрьевич?» — безразлично поинтересовался он. «Звоню, чтобы уведомить вас, что моя подзащитная подает иск о лишении вас родительских прав в отношении несовершеннолетнего Глеба Дмитриевича Орлова». Земля ушла у меня из-под ног. «Что? Но почему? Она не может этого сделать». Учитывая инцидент в гостинице, а также вашу предыдущую историю отношений с моей клиенткой, мы считаем, что у нас более чем веские основания, отчеканил адвокат. Советую вам как можно скорее найти себе представителя. Звонок оборвался, оставив меня в оглушительной тишине. Ольга, стоявшая рядом, крепко обняла меня, почувствовав, как я дрожу. «Она хочет отнять у меня сына», — прошептал я, не веря собственным словам. После того, как сама рассказала мне о нем. После того, как заставила меня захотеть быть ему отцом, она хочет его отнять. Ольга взяла мое лицо в свои ладони, заставив посмотреть ей в глаза. Битвой за право быть отцом ребенку, которого я видел всего один раз в жизни. Этот стресс начал просачиваться во все сферы моей жизни. Я стал рассеянным на работе, срывался на подчиненных, но хуже всего было то, что напряжение поселилось в нашем доме. Атмосфера стала тяжелой и гнетущей. Миша и Соня, чувствуя это, отдалились, стали замкнутыми и раздражительными. Они инстинктивно понимали, что в их уютный мир вторглось что-то чужое и опасное. Однажды вечером, измотанный после очередной встречи с адвокатом, я услышал приглушенный разговор из детской. Я подошел к приоткрытой двери. «Я не хочу еще одного брата», — сдавленным голосом говорил Миша. «Нам что, мамы на него не хватает? Но, может, он хороший?» — возражала Соня. «И ему нужна помощь. Он же не виноват». «А мне все равно!» — почти выкрикнул Миша. «Я хочу, чтобы все было как раньше». Я отшатнулся от двери, как от удара. В погоне за призрачным будущим с Глебом я разрушал свое настоящее. Я предавал детей, которые уже приняли меня, которые стали мне родными. В ту ночь я не спал, сидел в гостиной, смотрел на огни ночного города и думал. Так меня и застала Ольга на рассвете. «Дима?» — тихо спросила она. «Что с тобой?» Я повернулся к ней. Вся тяжесть мира, казалось, лежала на моих плечах. «Оля, я не знаю, смогу ли я это выдержать». «Что именно?» Она подошла ближе. Ее глаза были полны беспокойства.
Всю эту борьбу за Глеба. Она разрушает все. Наши отношения. Мои отношения с Мишей и Соней. Я хочу быть ему отцом, но какой ценой? Ольга долго молчала, а потом взяла мои руки в свои. «Дима, тебе нужно решить, что для тебя важнее всего. Я знаю, что ты полюбил Глеба». Слова царапали горло, но я знал, что они были правдой. Ольга крепко обняла меня, и я плакал, позволяя себе, наконец, выплеснуть всю боль и отчаяние последних недель. На следующее утро я позвонил своему адвокату. Я попросил его подготовить соглашение. Я отказывался от своих родительских прав. С одним условием. Наташа обязуется регулярно информировать меня о благополучии Глеба и не будет препятствовать их встречам, когда он вырастет и сам этого захочет. Кроме того, я открыл на его имя счет в банке, куда обязался ежемесячно переводить значительную сумму до его совершеннолетия. Когда я подписывал эти бумаги, мне казалось, что я подписываю смертный приговор части самого себя. Но вместе с болью пришло и странное чувство покоя. Я сделал правильный выбор, правильный для всех. В тот вечер я сел поговорить с Мишей и Соней. Я постарался как можно проще объяснить им ситуацию, заверил их, что люблю их и что они всегда будут для меня на первом месте. «Значит, ты выбрал нас?» — спросил Миша тихим, неуверенным голосом. «Да, Миш, я выбрал вас. Вы и ваша мама — моя семья». То, как они обняли меня в этот момент, было слаще любого признания. Это было настоящее, выстраданное счастье. Позже, лежа в кровати рядом с Ольгой, я чувствовал странную смесь грусти и надежды. Я потерял шанс быть отцом Глебу, но я обрел семью, которая любила меня безоговорочно. «Ты поступил правильно, Дима», — прошептала Ольга, поглаживая меня по лицу. «Я знаю», — ответил я, целуя ее в лоб. «И я обещаю, с этого момента я буду полностью принадлежать только вам. Вы мое будущее, мой дом». Я засыпал в объятиях Ольги, зная, что, несмотря на все... А были дни, когда меня накрывало чувство вины, когда я мучился вопросами «А что если?». Ольга, мой вечный ангел-хранитель, настояла на том, чтобы я обратился к психологу. Я долго сопротивлялся, но в итоге согласился. И это было одно из лучших решений в моей жизни. На сеансах я смог проработать не только свои чувства к Глебу, но и всю ту старую травму. Предательство Наташи, свою месть, побег. Постепенно, слой за слоем, я снимал с себя груз прошлого. Я учился прощать. Не только их, но и себя. Дома я с удвоенной силой взялся за укрепление отношений с Мишей и Соней. Мы проводили вместе все свободное время. Я учил Мишу забивать гвозди, а с Соней мы строили невероятные замки из конструктора. Я видел, как рушатся стены, которые они выстроили вокруг себя в последние месяцы. Они снова начали мне доверять. Однажды вечером, когда я помогал Мише с уроками, он неожиданно спросил: «Дядя Дима, а ты когда-нибудь захочешь своего собственного ребенка?» Я сглотнул ком в горле. «Не знаю, Миш. А почему ты спрашиваешь?» Он пожал плечами, не поднимая глаз от тетради. «Просто если у вас с мамой родится малыш, он будет твоим настоящим сыном. А мы с Соней». Мое сердце сжалось от понимания его страха. Я мягко повернул его лицо к себе. «Миша, послушай меня внимательно. Вы с Соней мои настоящие дети.
Мне не нужна кровная связь, чтобы любить вас. Вы — моя семья. Понял? Он посмотрел на меня, и в его глазах блеснули слезы. Он молча кивнул и крепко обнял меня. Этот разговор стал для меня последней точкой в долгой истории исцеления. Я понял, что отцовство — это не про биологию, это про любовь, про заботу, про ответственность, про выбор, который ты делаешь каждый день. В ту ночь я впервые за много лет спал без сновидений. Спокойным, глубоким сном человека, который прошел через ад и нашел свой рай. Рай не в безоблачном счастье, а в простом ежедневном выборе быть рядом с теми, кого ты любишь. И я свой выбор сделал. Жизнь после моего решения стала медленно со скрипом возвращаться в свою колею. Я больше не просыпался по ночам в холодном поту. Тяжесть, которая давила на меня месяцами, начала отступать, сменяясь тихой, ноющей грустью, похожей на фантомную боль в ампутированной конечности. Я сделал свой выбор и каждый день убеждался в его правильности, видя, как в наш дом возвращается спокойствие. Миша перестал дергаться от каждого моего резкого движения, а Соня снова начала задорно смеяться, повиснув у меня на шее, когда я возвращался с работы. Каждый месяц я исправно переводил деньги на счет Глеба. Это было единственной ниточкой, связывающей меня с ним, единственным, что я мог для него сделать. Я не знал, где они с Наташей. По условиям соглашения она лишь раз в полгода присылала короткое сообщение через адвоката. «У нас все в порядке». Эти 3 слова были для меня одновременно и облегчением, и пыткой. Время шло. Я с головой ушел в работу и семью. Мы с Ольгой много путешествовали, открывая для себя новые города. Я показывал ей и детям Вологду. Но это была уже другая Вологда. Не та, что осталась в моей памяти, полная боли и унижения. Я смотрел на древние стены Кремля, на резные палисады и чувствовал лишь светлую ностальгию. Прошлое наконец-то отпустило меня. Миша и Соня росли. Миша увлекся программированием, и мы часами просиживали вместе, разбирая хитросплетение кода. Соня же пошла по стопам матери. Ее альбомы были полны удивительных рисунков, и я с гордостью вешал ее лучшие работы у себя в кабинете. Я был для них не просто дядей Димой, а отцом. Я был уверен, что Ольга, имея 2 детей, больше не хочет проходить через пеленки и бессонные ночи. Да и я сам. Мысль о собственном биологическом ребенке вызывала во мне сложную смесь чувств, в которой страх и вина все еще боролись с надеждой. «Ты уверена?» — спросил я, заглядывая ей в глаза. «Абсолютно», — улыбнулась она. «Я хочу, чтобы в этом доме было еще больше любви. И я хочу подарить тебе то, чего ты был лишен». В тот вечер мы долго говорили. Я рассказал ей о своих страхах, о том, что боюсь, как это отразится на Мише и Соне, о том, что не уверен, смогу ли я быть хорошим отцом после всего, что случилось. Но Ольга, как всегда, нашла нужные слова. Она убедила меня, что наша любовь достаточно сильна, чтобы вместить еще одного человека, и что Миша с Соней уже достаточно взрослые, чтобы понять все правильно.
Через год у нас родилась Машенька. Маленькая, крикливая, с моими глазами и улыбкой Ольги. Когда я впервые взял ее на руки, я почувствовал не страх, а ошеломляющую волну любви, которая смыла последние остатки моей вины и горечи. Я смотрел на ее крошечное личико и понимал: вот он, мой второй шанс, мое полное и окончательное исцеление. Миша и Соня приняли сестренку с восторгом. Миша уже почти подросток, неуклюже, но очень трогательно нянчился с ней, а Соня рисовала для нее бесконечные портреты. Наша семья стала еще крепче, еще полнее. Шли годы, дети росли. Миша поступил в Бауманку, Соня в Строгановку. Машенька пошла в 1 класс. Я стал совладельцем небольшой строительной фирмы, Ольга — известной художницей. Мы были счастливы. Номер был незнакомый. «Алло», — сказал я, зажав телефон плечом и продолжая разбирать какие-то бумаги. «Дмитрий Юрьевич Орлов?» — спросил молодой, немного неуверенный голос. «Да, это я». В трубке на несколько секунд повисла тишина. «Здравствуйте, меня зовут Глеб». Я сел в кресло, бумаги посыпались на пол. «Глеб». Все, что я смог выговорить. «Мама. Мама все мне рассказала. Недавно. И дала ваш номер. Она сказала, что я сам должен решить. Я молчал, не зная, что сказать. Я не знаю, зачем я звоню». Продолжал он, и в его голосе я услышал знакомые мне нотки волнения. «Наверное, просто хотел услышать ваш голос и сказать спасибо за деньги. Они мне очень помогли. Я учусь в медицинском». «В медицинском», — эхом повторил я. «Это хорошо. Это очень хорошо. Можно мне задать вам один вопрос?» После паузы спросил он. «Конечно. Почему? Почему вы тогда отказались?» И я рассказал ему, рассказал все, как было. О своей боли, о своей мести, о том, как я чуть не разрушил свою новую жизнь. И о том, что мой отказ был не бегством, а самым трудным решением в моей жизни, принятым ради него и ради моей новой семьи. Я говорил долго и впервые за много лет не чувствовал ни стыда, ни вины, только спокойствие. Когда я закончил, он долго молчал. «Я понял», — сказал он наконец. «Спасибо, что рассказали». «Глеб», — начал я, — «я бы очень хотел, я тоже», — перебил он меня, — «я бы тоже хотел с вами встретиться». Мы встретились через несколько дней в маленьком кафе в центре Москвы. Он был копией меня в молодости, только глаза у него были Наташины. Мы проговорили несколько часов. Он рассказал о своей жизни, только понимание и спокойное принятие. Когда мы прощались, он протянул мне руку. «Я рад, что позвонил». «И я рад, Глеб. Очень рад». Я смотрел ему вслед, высокому, уверенному в себе молодому человеку, и чувствовал не боль от потери, а тихую гордость. Мой сын. Он вырос хорошим человеком. Вернувшись домой, я обнял Ольгу. «Все в порядке?» — спросила она. «Да», — ответил я, целуя ее. «Теперь да, все окончательно в порядке». Я понял, что жизнь — это не прямая дорога. Это сложный путь с развилками, падениями и неожиданными поворотами. И иногда, чтобы найти свое счастье, нужно сначала потерять все. Я потерял свою первую любовь, чтобы найти настоящую.
Я отказался от одного сына, чтобы стать отцом 3 замечательным детям. И пройдя через все это, я, наконец, нашел то, что искал всю жизнь — свой дом, свою семью, самого себя.